Некогда. Сегодня это слово нам приходится постоянно слышать от наших медиков. Нет времени, надо ехать к больным. Станции скорой помощи практически пустуют целыми днями. На месте только фельдшер по приему вызовов и исполняющий обязанности старшего фельдшера. Все 3 бригады постоянно находятся на выездах. Как поясняет Гульнур Каримова, проработавшая 30 лет в медицине, возвращаются только чтобы пополнить запас медикаментов. И снова на выезд. Вызовлар саны бик күп артты. 60 вызов ясайбыз, 3 бригада җитешелмәй эшләйбез. Төрле районнарга барырга туры килә, ширлеләрне илтәбез. Барыгызны да сакланырга, маскалар киергә, прививка ясатырга, курыкмаска. Менә без ясаттык, бөтенебез дә Аллага шөкер эшләп йөрибез. Барыгыз да безгә ярдәм итсәгез иде. Телефон скорой службы разрывается от бесконечной трели. Короткий лаконичный разговор, и вот уже Гульнур Хайбрахманова встречает выездного фельдшера с новыми указаниями. Температура 20 күнлек була, температура. Сложная эпидемиологическая ситуация сложилась сегодня по всей республике. Госпитали Уфы практически переполнены, и часто возникают сложности с маршрутизацией больных. Поэтому было решено организовать на базе инфекционного корпуса терапевтическое отделение для пациентов с тяжелыми формами внебольничной пневмонии. На сегодняшний день в инфекционном отделении находится 13 пациентов, и все развернутые койки заняты. Ни один из пациентов не привит против COVID-19. И к нам поступают уже изначально амбулаторным лечением, которое не дало эффекта, в основном в тяжелом состоянии. И мы в дальнейшем маршрутизируем в инфекционные госпитали. На данный момент все кислородные заняты концентраторы. В кислородной поддержке не нуждаются только 2 пациента. Они скоро на выписку. Здесь больные находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение. И каждую минуту ведут очень тяжелую и упорную борьбу с болезнью. С высокой температурой сюда в приемный покой приехал, положили с левосторонней пневмонией. Хадар альхамдулилля, халявет Аллах шкур. И всем советую, прививайтесь. Берегите себя и своих близких, потому что эта болезнь, она на самом деле вот до чего доводит. До постели. А вы сами привиты? А? Сами привиты? Ну, иншаллах, когда выздоровлю, буду прививаться уж, куда деваться. Потому что через все то, что я прошел, это в 2 словах не рассказать вам. В новых реалиях к новому режиму работы перешла и поликлиника Центральной районной больницы. Приемы некоторых специалистов сейчас ведутся ежедневно, то есть без выходных. Терапевтические приемы ведутся у нас 7 дней с понедельника по воскресенье, в том числе с обслуживанием вызовов. Детская консультация с той недели также начала работать в режиме 7 дней в неделю. То есть суббота-воскресенье также имеется прием педиатра с 8 утра до 4 вечера, до 16:00. Женская консультация в части гинекологического приема также ведет прием с 8 утра до 8 вечера. Кабинет неотложной помощи, 101 кабинет, оказывает помощь пациентам с температурой, с признаками ОРВИ, с внебольничными пневмонией. Также организован изолятор на базе детской консультации для приема детей с температурой и симптомами ОРВИ. Ситуация с ковидом остается тревожной, а 4-я волна эпидемии отличается особенно тяжелым течением болезни. Только Илишевский район потерял из-за коронавируса 39 своих жителей. 40 человек на данный момент находятся в госпиталях, и более 200 человек лечатся амбулаторно. Основной специфической профилактикой новой коронавирусной инфекции, конечно же, является в первую очередь вакцинация. На сегодняшний день, если взять цифры по району, у нас привито только около 50% населения. Кабинет вакцинации у нас работает 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Кабинет 2А. Очень прошу вас убедительно осознать для себя всю ситуацию, которая сейчас происходит не только в районе, в республике, но и в Российской Федерации. Осознать
тяжесть состояния переболевших и те, которые сейчас находятся на лечении. И убедительно прошу вас беречь свое здоровье и своевременно проводить профилактику против новой коронавирусной инфекции. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».